Карты локализации историко-культурных объектов. Что это такое? Представьте себе большую карту Казахстана с обозначенными населенными пунктами. Ну, например, город Алматы. Рядом с обозначением города Алматы вы увидите обозначенные здания Академии наук, оперного театра, каток Медео, Старая и Новая площадь, те или иные памятники архитектуры и истории, музеи, ну и многое другое. Дальше, для того, чтобы вы могли обозначить конкретное местонахождение того или иного объекта, вы открываете сопутствующий атлас. Ну, например, вы ищете здание Национальной академии наук или Голым-Ордасы. Открываете соответствующий атлас и узнаете, что это здание находится по адресу Шевченко, 28, и передвигаетесь по этому адресу. Итак, вы приехали по указанному адресу и видите здание, которое было построено специально для Национальной академии наук. Я просто напомню о том, что Национальная академия наук Республики Казахстан была создана 1 июня 1946 года. Ее первым президентом был известный казахский ученый, геолог Каныш Имантаевич Сатпаев. Ее становление было связано во многом с периодом Великой Отечественной войны. В 1941 году в казахском филиале Академии наук был всего один научно-исследовательский институт. К 1946 году их стало уже 15. Проект «Карта локализации историко-культурных объектов» мы рассматриваем как своеобразный аналоговый вариант виртуальной карте. Мы его видим как нечто живое, с которым очень приятно и полезно взаимодействовать потенциальному туристу, потому что не всегда у нас под рукой есть какие-то девайсы, электронные устройства, где можно задействовать современные цифровые ресурсы. Многим нравится именно общение с непосредственным объектом. Это карта, в нашем случае это будут еще альбомы, чтобы можно было сесть, посмотреть, еще раз перелистать, внимательно прочитать. Это будет, во-первых, большая карта, для того, чтобы ее можно было повесить, подойти, рассмотреть. То есть так, как это было раньше. И большие ее размеры позволят нам показать и географические особенности, и климатические, и исторические особенности. Мы сможем там расположить объекты так, чтобы можно было посмотреть, как далеко они находятся друг от друга или скучно, где были центры древней культуры, средневековой, как они развивались, как они приходили в упадок, от чего это зависело. Карта будет абсолютно настоящая, масштабирована, поэтому это будет еще такой исследовательский момент, где можно будет подойти, померить линейкой, рассчитать, посчитать. То есть своего рода и еще такой образовательный проект. В карте будет приложение в виде 3 альбомов. С одной стороны, это можно рассматривать как подарочный сувенирный вариант, с другой стороны, это будет полезно иметь у себя в доме, чтобы в любой момент посмотреть, как это будет выглядеть. Книга будет представлять собой альбом, красочный альбом иллюстрированный А4 размером. И у нас 14 областей и 3 города республиканского значения, поэтому у нас 17 позиций. Каждая позиция будет предваряться картой с подробностями, с 3 маленькими 3D-объектами, нанесенными туда. И дальше уже будет список позиций, которые можно будет посмотреть и прочитать. Значит, как выглядит список и как он составлялся? Ну, в общем-то, мы здесь старались ничего не добавлять к имеющемуся уже и утвержденным спискам охранных объектов, имеющих республиканское значение, местное значение, те, которые вошли или готовятся войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И постарались мы учесть все позиции. В Алмате огромное количество архитектурных памятников, которые охраняются государством. Больше 20 из них республиканского значения, больше 130 это местного значения. Мы находимся у одного из них. Это здание музыкального музея имени Ихласа. Он находится в государственном списке памятников именно республиканского значения. Автором этого здания является Андрей Павлович Синьков, как и многих других зданий до революционного периода в городе Алматы и в городе Верном. Это здание выполнено в старом русском стиле, так называемом рапетовском стиле. Долгое время здесь находился дом офицерского собрания.
Потом здесь находился кинотеатр «Красная звезда». После становления советской власти здесь был Дом советов офицеров. А с 1983 года здесь расположился музей музыкальных инструментов. Как раз наш замечательный музей музыкальных инструментов именно класса в 2018 году занял первое место среди музеев Казахстана. На карте локализации памятников историко-культурного наследия вы найдете очень много объектов, связанных с памятью Великой Отечественной войны. Как вы знаете, в годы войны в ряды Красной Армии было призвано более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев. И вернулось менее половины. Подвиги казахстанцев описаны в многочисленных поэтических произведениях, в прозе, сняты фильмы. И о них знает практически вся страна и весь народ. По карте локализации историко-культурных объектов и мест всеобщего паломничества по Казахстану было снято более 400 объектов. Они были описаны, сфотографированы и определены географические координаты. И по ним идет описание, они наносятся на большую карту размером 3 на 2 метра и в альбом, на котором будут сосредоточены все виртуальные рисунки и большие панорамные рисунки, и будет идти там описание. В одном из таких объектов в Центральном государственном музее города Алматы в зале «Независимость» мы сегодня находимся, и музей является действительно олицетворением всех жителей Казахстана и зарубежных гостей, и по ним, по экспонатам узнает все о Казахстане. И кроме музеев нами были сняты все мавзолеи, некрополи, природные уникальные объекты и другие, которые будут впоследствии являться историческим наследием всего Казахстана. Каждый объект будет иметь описание и историческое, и географическое, и еще мифопоэтическое. Такой шаг нами задуман для того, чтобы представить как можно более объемно и интересно сам объект. О том, какую он роль играл в свое время, а как ли он повлиял на последующие эпохи, что он сейчас собой представляет. Или как, допустим, сейчас государство собирается поступить с этим объектом. Потому что в данный момент, например, очень многие памятники республиканского значения будут преобразовываться в археологический музей или природный музей под открытым небом. Таким, например, объектом будет сарайчик, сарайшик. Один из самых, наверное, значимых объектов, интересных, потому что в данный момент находится под угрозой уничтожения за счет илистых масс. И вот сейчас как раз-таки ведутся работы по воссозданию части этого города для того, чтобы сделать это туристским объектом, доступным под открытым небом, где можно подойти, посмотреть, пройтись по этим улочкам, заглянуть в ремесленные мастерские, купить что-то на базаре. И это будет действительно уникальный историко-культурный и при этом туристический объект. Итак, карта локализации историко-культурных объектов. Я просто напомню, что каждый объект входит в соответствующий альбом. То есть он должен получить реальную прописку в реальной местности. И вы, пользуясь этой картой и альбомом, можете прийти к данному историческому объекту уже физически. Следующий шаг – это описание, фактографическое описание каждого объекта. То есть, что здесь было, какие события здесь происходили, кто был героем этих событий, какие стороны участвовали в той или иной битве, кто возводил этот мавзолей и по какому событию. То есть все историческое описание объекта должно быть в соответствующих альбомах. И это еще не все. Дело в том, что каждый объект, или большинство, во всяком случае, их, имеет свою историческую легенду, миф или сказание. А это тоже очень большая работа, потому что сказания и мифы рождались 1000 лет назад. И они появлялись и в новое время, и в средние века, и даже в новейшее время. Допустим, перенос столицы – это не только исторический факт, но и историческая легенда, допустим, казахского народа и народа Казахстана. Стремились слово «паломничество» употреблять в самом широком контексте. То есть это место притяжения, якорный объект, к которому стремятся люди по разным совершенно причинам. По религиозным, по историко-культурным, по
медицинским даже целям, потому что медицинский туризм сейчас одна из самых таких активно развивающихся отраслей. Один и тот же объект одновременно может быть и археологической, и историко-культурным, и местом силы с точки зрения натурфилософии, интересным объектом с точки зрения ландшафтов. То есть все сведено воедино. Отделить какую-то грань от остальных практически невозможно. Поэтому в этом отношении это и есть идея паломничества, когда мы идем искать что-то, что нам интересно, нравится. И в результате мы на самом деле не просто это находим, мы еще и узнаем. Это процесс познания. Работа предстоит огромная. Она должна быть завершена в 2018 году. И в 2019 году, уважаемые казахстанцы и гости нашей страны, можете взять эту карту и совершить путешествие по историческому Казахстану.